Муай-тай дома. В дистанционных соревнованиях приняло участие более 50 юных тайбоксеров. По заданию тренеров они записывали видео со своими выступлениями, демонстрировали бой с тенью и выполняли традиционный танец перед поединком. Он чем-то схож с танцем орла в бурятской национальной борьбе. Я тренируюсь у Абдулмуслимовой Аюны Васильевны. И во время карантина я принимала участие в конкурсе Муай-тай дома и заняла первое место. И получила номинацию «Лучший вайкру». Название ритуального танца вайкру переводится как «боевой танец почтения к учителю». Его исполняют и новички, и профессиональные бойцы тайского бокса. Традиционный ритуал позволяет спортсменам настроить себя психологически перед поединком. И это своеобразная разминка рук и ног. Мы сестры Герасимовы. Муай-тай forever! Тренеры федерации оценивали и технику ударов ногами, руками и коленями. Также тайбоксерам предстояло продемонстрировать и свои творческие способности. Творческое задание, либо прочитать стих, спеть песню, сделать какую-то поделку, нарисовать. Тематика была именно День Победы, либо тайский бокс. Этим восточным единоборством в республике занимается около 600 человек, от 6 лет и старше. Есть в секциях и люди, перешагнувшие за пенсионную отметку. Только в городе Улан-Удэ в настоящий момент работают 9 клубов муай-тай.